Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы говорим о карте «Двойка мечей». Девиз этой карты – второй шанс. Под убывающим серпом Луны женщина оказалась в непредвиденной ситуации. Сидящая высоко на скользком и мокром камне, она сохраняет тонкое равновесие, балансируя двумя тяжелыми мечами на уровне своих плеч. Женщина ничего не видит, на глазах у нее повязка, но она может ощущать холодный ветер, дующий в спину, и волны, плещущиеся у ног. Она сидит на морском берегу, и камни выступают из мелководья позади нее. Двойка мечей является одним из самых странных образов в колоде Таро. Кто завязал глаза этой женщине? Кто вручил ей мечи? Почему она сидит там? О чем, возможно, она думает? В действительности ответов на эти вопросы нет ни у кого, кроме вас. Когда вы видите двойку мечей в толковании романтических отношений, это может означать лишь одно: вы и есть эта женщина на камне. Сейчас вы должны осознать, как попали сюда, как оказались в такой ситуации и что вам нужно предпринять дальше. Вам может понадобиться собрать всю свою смелость, чтобы встретиться с тем, что ожидает вас в будущем. Очевидно, вам надо срочно предпринять какие-то действия. Вы должны найти способ избавиться от вашей слепоты и либо сложить оружие, либо принять бой. Поскольку число 2 представляет партнерство, выбор и соединение, вы можете оказаться перед сложным решением. Вероятно, между двух огней, двух партнеров, двух ситуаций. Двойка мечей – это серьезная, безрадостная и погружающая в размышления карта. Вам придется тщательно взвесить все последствия вашего выбора. Это не та карта, которая указывает на легкий компромисс. Завершение ситуации здесь может быть представлено только двумя вариантами – черным или белым. И вы должны выбирать лишь между ними. Однако вы можете подобрать свой собственный меч, например, карандаш, и записать все «за» и «против», все преимущества и недостатки, прежде чем принять любое окончательное решение. Стоит вам примирить враждующие стороны, и вы сможете жить с вашим решением. Традиционно двойка мечей известна как карта восстановленного мира. В астрологии она ассоциируется с первым десятком градусов весов, где богиня Луны придает чувство равновесия решениям, касающимся отношений.